Всем привет! Мы сейчас стоим на перекрестке. Какой это перекресток? Безымянный. Возле Нарантула, но мы идем на рынок в Дуджингарах. Здесь очень долгий перекресток. Мы уже стоим, наверное, минут 7. А машины не поедут? У нас потеплело, но сейчас идет снег. На дорогах такая чача. Еще сыпят реагентами. Обувь вся черная. Значит, у нас там Нарантул. Здесь торговый центр Тумен. Если идти прямо налево, будет торговый центр Сайолш. На правую сторону будет парк. Мы идем на Дуджингарах. Не знаю, пойдем, нет? Может быть, зайдем. Попала в пробку. А вот золотистое здание, вот это, где написано банк. И здесь магазин с торца. Называется Дархан Нехи. Там продаются дубленки. А если вот так идти туда прямо, то можно прийти на остановку офицера Ардон. Сейчас пробка была, вот эту полосу не пускали. Вот 5 автобусов в ряд. Вот рынок Нарантул. Вот это закрытая часть. А вот там под навесом люди стоят. Но, честно говоря, в 21 веке работать на улице, на рынке, мне, конечно, я не понимаю. Мне жалко людей. Тем более зима морозная такая. Да даже если и не морозная, минус 13 постоит целый день на улице. Вон этот навес. Погода такая, капюшон надела, потому что снег идет. Не очень. Вроде минус 16, оно потеплело. Я сейчас иду, у меня лицо начинает мерзнуть. Дуджингарах мне больше нравится, потому что он закрытый. Там широкие ряды. И как выходишь, там нормально, ну не толпишься. Есть хорошие там товары. А, тут тоже так на рынке, так интересно. Продается все. Идешь, допустим, ряд одежды, следующий ряд будет еды. Женя, иди сюда. Сейчас под ЖД путями пройдем. И зайдем с задней стороны. Там тоже есть кафетерий. На первом этаже можно поесть. Как-то Дуджингарах, он не сильно популярен среди туристов. Но иногда на Дуджингарах туристы ходят. Ой. Сейчас поезд поедет. Пошли. Ну ты знаешь? Народ сегодня. Ну ты знаешь? Да не, я пошутила. Там ЖД пути. Вот, посмотрите, сколько народу. Сегодня воскресенье. Ого, там на подносах. Ну, очень большой. Здесь тепло. Есть туалеты бесплатные. О, павильон построили какой-то. А вот сапоги. Почему такая форма, да, у сапог? Мы это иногда думали, не понимали. Это чтобы не наступали на насекомых. Носом. Ну, какой-то этот, смотри, какой-то магазин handmade. Да? Да, такие интересные. Вот это сапоги, я когда приехала, такая думала, ну это женские сапоги, а это, оказывается, все мужское. Мужские сапоги. Какой-то там был особенный. Вот если вы приехали на машине, можно и ковер купить. Это турецкие и иранские.
Все есть, хозтовары, продукты, вещи, кашемир, шторы, зеркала. Все можно купить здесь. Девочки какие наряженные. А вот монгольские головные уборы. Так, мы зашли в отдел головных уборов. Делы все надевают, потому что скоро праздник. Цагансар это как наш Новый год. Переводится как белый месяц. Ой, очень много народу. Я вообще такое не люблю. Надо, короче, отсюда уходить. Ремни. Это мужчины на делы надевают. Ой, он красивый какой. Все, надо, короче, выходить. Мне не нравится это. Вот все делы меряют, покупают. Да, это, они не дешевые модели. Есть. Пойдемте на выход, все. На выход ходим. Многие шьют делы. Это копеечку выходит. Выходим. Ой, тут вообще не протолкнуться. Стой, Женя. Стой. Тупик, мам. Нет, нам сюда налево, но... Это пёсик. Он боится тоже. Мы могли своего песика здесь взять. У него там одежда. А ему холодно. Выходи, все, на улицу выходим. Да. Они какие-то необычные. Ага. Детские ванделы есть. Для маленьких. Вот, чувствую свежий воздух. Мужчина меряет. Давай перчатки надеваем. О, нет, надо надеть. Мы решили сходить еще до Нарантула, и мы сейчас будем нарушать. Так нельзя делать, но так все делают. Машину немножко пропустим. Так, ноги аккуратнее, пацана. Пойдем туда чуть-чуть. Ой, спасибо. Видели, да, водитель моргнул, это значит проходите. Вот зеленые ворота, это получается как бы главный вход, да, на рынок. Мне, кстати, просили показать, как найти кашемировый ряд. Вот как раз сейчас я вам и покажу. Сейчас посмотрим детям кашемировые манишки или шарфы, не знаю. Как раз и цены покажу. Я, конечно, не понимаю вот так вот ходить, допустим, просто снимать, и у каждого продавца спрашивают цены. Зачем, если я не буду покупать? Блин, это человек тоже там, отвлекать его, спрашивать и уходить. Ну, я немножко все равно уважаю людей, время. Блин, человек и так стоит целый день на морозе. Еще я тут со своей камерой, своими ценами. Но если я, конечно, покупаю, да, я спрошу. А так, зачем я буду тратить время человека и допытываться по каждой вещи, спрашивать, сколько она стоит, и уходить? Этого я вообще, честно говоря, никогда не понимала. Вот многие блогеры вот так снимают. Нет, это не мой формат. Когда я что-то вот сейчас, если мы вдруг, мы ищем конкретно, и мне надо купить, конечно, да, я спрошу, я покажу. Но вот так, просто так, нет. А то мне в комментариях там написали,
что цены не показываю, и там как по-всякому меня. Ну и что? Я захотела, вот так и сняла. Вот видите, тоже, да, развозят это горячее. Поесть, перекусить. Конечно, когда ты туристы, вы приехали, надо сходить на Наранту. Это обязательно, это же такой считается рынок самый туристический. Но надо быть также и аккуратно, так, при себе телефоны, кошельки. Держите, конечно, в надежном месте, потому что мошенники, они есть везде. Старайтесь не ездить в старых автобусах. О, форма. Форма есть. Да, но мерить, конечно, смотрите. Hello. Знаешь, мы нашли кашемир, но я, получается, так мы проскочили, так непонятно. Я лучше сниму с другого входа. А есть манишка? Покажи, Киру. Нет, это для детей? Детские есть вот такие? Есть маленький, да? Да. А маленький. Ходин, ходин. Нету? Это для взрослых, да? Покажи, Кирилл. Вот, Камера. вот, Кирилл, Сань. Последнего такого моделем, да? Ага. О, очень хороший. Жена Не снимает. тяжелый, вот такой, да? Она снимает. Да. Блин, шапку это. Покажи шапку, сын. Мама, Просто сними на секунду. Сними шапку. Да. Сними шапку. Большая. Не, мам. Не, одень шапку быстро. Шапку одевай быстро. Это нормально? В магазине Что-то посмотрим. не, в магазине хочу покупать. Ничего, вот это летом есть. Посмотрим. Да. Вот такая манишка, которую мы сейчас мерили на ребенка, 75 тысяч. Переводи. Я 1600. 1600 рублей. Кашемировая. Много жилеток из овчины. Но если вы, допустим, покупаете много, ну мало ли тогда, то просите всегда скидку. Говорите, можно чуть-чуть? Многие здесь знают русский язык. Тебе можно чуть-чуть скинуть? Здесь есть это? Манишка, шо? А мне надо. Тебе тоже надо. Made in Mongolia. Но это не кашемир, это, наверное, из шерсти овцы. Вот это не оно? Это что это? А, это шортики. Кашемировые шортики. Як? Як?
шоссе. It's Lori? Я знаю, что у меня кровь. Yeah. Джиджиг. Джиджига. Чичик-чичик. Джиджиг? А, О, а это кашемир или? кишмар. Вот как у Женьки, знаешь. Это кашемир разве? Да ничего. И да. Самое какое такое. Ну, очень плотный. Он АХ2? Гантап. Сейчас. Да, померим. Ну что, на Кирилле будем мерить или на Женьке? На мне. Ну, мне кажется, широкий здесь, видишь, что такого. Да. Ну, надо померить. Давай. Можно померю? Быстро, раз. И. Ну, хотя бы, допустим, Кирилл. Нормально. Но она зато тепленькая будет. Да. Меньше надо еще, да? А если еще джиджик? Чичиком батло. Она, знаешь, что, она постирается? Давайте. Мне она нравится. Тебе нравится? Еще холодно. Еще цвет такой хороший. Да. Мне Отойдем. самое главное А нравится. из других цветов? Подожди, сейчас посмотрим тебя. Не, а что здесь светлый, красный? Светлый, красный. Нет, самый такой оптимальный цвет. Так Кирюхе такую купим, дай. Тебе нравится? Женя, сейчас посмотрим, если что, еще вернемся. Нравится? Ну сюда, пой. Можно ее даже не снимать. Ну, нет. Мы не будем снимать. Все, застегивайся. Ну-ка, застегни. А она, видишь, и ворот хороший такой. Ну, не обтирай сильно это. Все. Ира, давайте поправлю. Сейчас, иди, кофта, да. Да, не Вот кофта, это як. Я Як ничего не хуже кашемира, просто он будет плотнее. Видите, поплотнее, кашемир, конечно, он тоньше. Можно выбрать. Но больших размеров, вот, допустим, мужских нету из кашемира. А вот из яка, допустим, есть, или шерсти овцы, большие размеры будут. Кирилл, встань. Сына. Ты поправил? Нормально, сделала? Нет, это... Холодно. Ну, понятно. Спина Она, знаешь, ему не на один год. на несколько. 2, 3, Подожди. 10. Если она не порвется. А там кашемир был написано? Написано кашмир. Какой кашемир, просто, может, другая выделка. Пошли, Женя, еще посмотрим. Держи. Я буду Женя, смотреть. ломай Ты мой строй. пальчик. Так, Пойдемте. береты. Можно вот эти 4 пальца? Так, а здесь нету это. А? вот есть. Сейчас спросим. Ну, сейчас найдем. Ну, не здесь, в другом месте пойдем поищем. Все, мы потом будем ходить. Вот для маленьких. Для маленьких вот здесь нет такого. Какие жилеточки маленькие. На подарок, да, вот кому-то привезти такое. Интересно. Дай. Да. А, вот здесь просто. Себану. А есть на маленького манишка? Шапку? Не, манишка. Шарф. Шарфик? А Же- маленькие шарфики у нас нет. У нас Нету. тут вот такие трехслойные, метровые. Плохо. Вот на детей А. мало вообще шьют. Вот эти шапки у нас есть детские. Да, шапки вот у них кашемировые есть, а вот эти нужны. Одному нашли. Вот тоже жилетки такие смешные. О, Женя, под Женю вес жилет. Блин, столько подарков можно привозить, да? Пойдемте. Да. Ты это в камеру говоришь? Ну, конечно. Мы когда первый год были, такие шарфы мама привезли. Сколько они стоили? 1002, да? Так ты носишь, это натуральная шерсть, не синтетика, телу приятно, стирать легко. Ой, какие
свитера так красиво. На Женьку был. Шипово, это... Вот это. А это что, не на Женю? Вот этот маленький. Посмотри. Это овца к овечья. Давай посмотрим. Вот кофту на Женьку. А где они? Нет, такие красивые, смотри, вот эти вот. Да. Побольше размера, тонкие. Ну, видишь, она тоненькая. Это кашемир, наверное, да? Это не кашемир. А что это? Овчина, Шерсть. овчина. Овчина. Я думаю... Вот это кашемировый. Кашмир. Он ходве. Ин тента. Кашмирный зор. 55. 55. Не, я говорю, смотри, у Жени рост 110. Ага. Может, такую? Это не кашемировая. Нина, Вот на него. Джанкам. 55. 나도 좀 다시가 통다. 다시 가라. Да, красиво. Это як, кстати, а як? Як? Им. Жаранта? Снимайте. Это 60? 65. 65. 65 тысяч кофта. Я бараш. Я за не бараш. Вот смотри, вот это не пойдет? Это кашмировая. Ну, я говорю, не пойдет? Я посмотрю. Я за не кашмир. Да, я так, а потом положим. А вот это может быть, да. Да. Ну как бы ему померить? Да, посмотри. Переверни. Да, быстренько померим его. Накинем, расстегни ее. А, давай, дай сложим вот эти безы. Да, я сейчас сложу. Можно такую замком? Не надо, да? А знаешь, что мама видео за Коди. Женя, сейчас будет шок. Нет, Никит, не так. Почему? Жень, давай кофту померим быстро. Может, магазин? Мама, вот так вот, мам, давай вот так вот. А как мы что, возьмем, что ли? Мама, давай вот так вот. Не будем снимать, мам. Он зайти в магазин, померить. Мама, давай. Так что, ты не хочешь? Не, почему хочу? Красиво. Ага. Давай оранжевый, да? Красиво. Давай. Лучше Кирюхи. У Кириллу это, я хотела жилетку. Но вот такой свитер хотя бы можешь. Нет, маленький. Нет, есть большие размеры. Я с ней пойду с ним мерить, сам будешь мерить. Хорошо. Я не могу, у меня уже руки замерзли. Да, это бренды. Вот это возьмем. Инна. Сколько она стоит? 110. 110 тысяч. Это... D400 где-то. D400 рублей. За ребенка кашмировка. Это цена. Никзунарав. Менга. А что, Кирилл будет? Ну, давай просто посмотрим, что какие есть там. Вообще. О, можно я вашу? Да. Я на паузу нажал. Я стою, жду. Я с младшим ребенком уже сбегала, кофту померила. Теперь муж пошел со старшим кофту мерить. Хотела сказать, что кашемир чем хорош, что он очень теплый. Но, допустим, вот как по моим наблюдениям, если будет ветер, то продувает. Вот у меня шапка, она двойная, да, мне продувает. И если я ношу с капюшоном, то мне хорошо. Вот. А поначалу я в автобус, допустим, заходила, у меня просто голова горела. Думаю, что такое? В магазин заходишь, тоже прям жар идет. И поэтому кашемир все-таки это натуральная шерсть. Надо всегда покупать. Если вы приехали в Монголию, обязательно, конечно, берите. Это стоит недорого. Вот мы сейчас ребенку купили свитер кашемировый. А на старшего кашемира мало. Вот на подростков вообще, я тогда спрашивала, мне тоже продавец, он по-русски говорит, он говорит, мы на детей не шьем, типа невыгодно. Почему невыгодно, я до сих пор тоже не понимаю. И на старшего нету, на маленьких есть, на старшего нету. Но вот мы сейчас этот як пошли мерить. Надеюсь, подойдет. Мы с мамой здесь летом купили жилетки такие. Они из овцы. По-моему, это не як, она из овцы. Она стоит 800 рублей. Жилетка шерстяная. Я, кстати, в ней была в ролике про китайский ресторан. Если хотите, можете вам посмотреть. Купаем
인정하는 거지? 자. Это она, получается, 100 тысяч стоит, это сколько рублей? Кофта? 2200. 2200. 2200. Кстати, ну, потому что у тебя больше, не забывай. Еще тоже Да. она, в принципе, не... Дайте пройти. Такие жилеточки, мне вообще нравятся, такие мимишные. Это 100 тысяч. 100 тысяч, кашемировая жилетка. Это 120. Нажала. Ага. Все? Покажи как. Вот. Хузувч. 이메르다, 디메르다. 십. кашмир. А, вот. Это на маленького? Это шип. На маленького? Ну, поменьше, мне кажется, кило. У них две. 인치 이렇게 인치 35. 난 비다. Давай на меня, да и все. Мне нравится. Ой, какая холодная. Мне нравится, мам. 대장 대신. 대장. Мама, мне нравится. О, давай возьмем. Ну все, не 35 пойдешь? тысяч? Да. Это сколько? Мама, Спасибо. сними. Спасибо. Ты постираешь потом. Конечно, постирай. Просто они на этом гасисе. Так, а кому платить? О. Она это. $75 тысяч, это сколько? Ну ты переводи. Ой, не, вообще сразу, да? Я белый спасибо. Все, я вот так хочу. 75 тысяч, это сколько рублей? 1750. Сегодня? Мне нравится, мам. Я вот какой себе хотела, двойную это. Женя, пойдемте это на второй этаж. Ой, на какой мне? Поменяем эту за... Мне нравится как. Такой купили сегодня по мелочи, но нужные вещи. Нам надо на дети. На выше. Ого!
Я здесь всегда блуждаю. Вот он. Да. Он же мне поменяет собачку? Ну, спроси. Вот здесь пошибочно, я всегда хожу здесь, подшиваю что-нибудь, если мне надо. Быстро вообще тут же, там 10 минут тебе подшили, и недорого. Давайте шапку вашу покажу. Женя, какая? Овчина? Да. Овечья шерсть. Так. А здесь муки деньги? Мне надо было поменять собачку на пуховике. Обычно же замки меняют. А тут вот, получается, мастер сидит на рантуле на 3-м этаже, да, мы? Он вот собачки меняет. Потом на кожаной куртке у меня клепка тогда потерялась. Я тоже пошла, он мне сделал. На сумке я вот уже тоже меняла собачку. Вот у него делаю постоянно. Красиво сделали. У меня руки замерзли, я вообще не слушается. О, отлично. Волна. Супер. Марта. Вот можно еще пуховик. У меня этот пуховик с какого? С 18-го года, да, мы покупали? Можно еще 5 лет носить. Так, я вам хочу показать отличный ориентир, как найти кашемировый ряд вообще сразу. Вот смотрите. Сейчас я быстренько пробегусь, и вы увидите. Ой, очень сегодня много народу. Еще, видать, уже начали все к концу готовиться, покупать. Вот вы заходите на рынок. Вот оттуда. Сейчас покажу. А, вот. Вы зашли на рынок. Получается, вот отсюда, либо вот через те зеленые ворота. Вот центральный вход рынка Нарантул, который именно в здании, да?
Вот Ханбанк. И идете сюда, прямо. Идете до конца. Идете вот вдоль этого здания с правой стороны. Здесь у нас боковой вход-выход. Вы идете дальше. Ой, женщина подскользнулась. Вы идете. Вы идете до конца. Вот вывеска Хасбанк висит. Здесь якобы вход в банкомат, но он не работает, сейчас закрыт. Вот, прям напротив, конец здания. Вот здесь, значит, банкоматы. Вот так становитесь прямо. Оттуда мы пришли справа сейчас. Становитесь так прямо. Как бы с банкомата выходите и вот так идете прямо. И вы выйдете на Кашемир. Вот, все, он начался. Вот. Начались отделы. Раз. И вот здесь мы только что с вами все покупали. И вот весь Кашемировый ряд. Все. Очень легко и просто. Идем в обратную сторону, чтобы вы убедились. Ой, мне так холодно, вы даже не представляете. Сколько мы погуляли. Блин, час. Бедные люди. Как они здесь стоят. Все, из Кашемирового ряда я сейчас выхожу. И выхожу на конец здания. На Ренбул. Вот, Хасбанк. Все. Налево выход. Очень вообще легко найти. Не надо блуждать. Сразу найдете. Еще вам покажу немножко рынка. В Китае тоже на таких ездят. Так, где мои? Интересно, вышли или нет? Нам еще тетрадки надо было купить. Интересно. Ой. Вот летом перед школой тоже вот такие ярмарки, также все палатки расставляются и все продается к школе. Тетрадки, одежда, на Джинграф тоже стоит. Ну, вообще везде палатки стоят. Мы сейчас еще пойдем в этот, мы сейчас покушаем и потом пойдем в Сойолш. Женя, иди-ка вперед, я кое-что показать хочу. Иди вперед. Вот, кстати, еще про Кашемир. Вот у Жени баллоневые штаны. Мы покупали их в Вивсеге летом. А внутри подклад Кашемир. И они, получается, у него это... А мы видели. И еще что тебе купили шапку? Шапку мне купили. Нет, шапку. Шапку, да. Получается, у него теплые штаны, они снаружи баллонь, а внутри Кашемир.
на зиму для ребенка вообще самое то. И они высокие, ну, обычные детские штаны, да, комбинезонные. Мы когда-то ехали в Евсек, и, получается, эти штаны только раскладывали. Так удачно мы зашли, я их увидела, такая, говорю, блин, ну-ка давай, говорю, посмотрим. Померили. Честно, не помню, сколько стоит, я не скажу. Но такая цена нормальная, приемлемая. Купили штаны на зиму. Я бы сама такие с удовольствием носила, если бы на меня таких шили бы с кашемиром. Я смотрела в Гоби кашемировые колготки. Они стоят 8 тысяч рублей. Но это, конечно, нет. Лучше пойти штаны купить. Вот это мы поворачиваем. Вот здесь дубленки. Вот здесь у нас дубленки. Дарханихи дубленки. Вот здесь с торца вход. И еще дубленки. Вот так вот, если прямо идти, надо дойти до перекрестка. Вон там вот розовое здание. Дархан Миндж. Там тоже дубленки. И на втором этаже было, я когда себе дубленку покупала, на втором этаже они висели, дубленки без этих, без пуговиц. То есть ты покупаешь, меришь, и они при тебе тут же все пришивают, нашивают. Люди как убегают. Под тебя, наверное, подгоняют. Вот так вот. Не будем смущать людей. Я уже, честно говоря, хожу вообще с камерой, мне уже, честно, все равно. Я снимаю и снимаю. Не знаю, может, кому-то это не нравится. Ну, по крайней мере, еще никто не подходил, не говорил, чтобы там я убрала камеру. Вот здесь корейская баня. А вот это немецкая школа. Мы сейчас идем здесь в Икею. Мы, наверное, в торговом центре вообще ни разу не были. Здесь столько магазинов, что я не знаю. За всю жизнь, наверное, не переходишь.